Я возражаю против удовлетворения данного ходатайства, поскольку полагаю, что указанная видеозапись не относится к данному делу и к делу именно уже. Реплику можно? 27 марта. То есть это в день наших Ночные события, конечно, непосредственно. Сейчас администрация суд просим ходатайство удовлетворить, приобщить материалом. Смотреть диск. Представленный диск, на котором, что есть, мы сейчас увидим согласно стенограмме обращения мужчины. Мы не к тебе приехали домой, понимаешь, братишка? Мы у себя стоим. Мы что-нибудь нарушаем? Просто ответь мне, мы что-нибудь нарушаем? А где? Какой общественный порядок? Что мы делаем? Мы что делаем? Подожди, мне просто интересно сейчас. Смотри, что нам объяснили? Нам сказали, что здесь стоять нельзя, что мы нарушаем общественный порядок. Каким образом мы нарушаем общественный порядок? Мы просто тут стоим. Это наша столица, мы имеем право здесь находиться. Или мы не имеем права здесь находиться? Может быть, мы тут день рождения отмечаем. Только что был слышен хлопок. Разве я не прав? Смотрите, ребята, с вами драться никто не хочет. Но это не значит, что мы вас боимся. Мы вас вообще не боимся. Давайте признаем это. Мы вас не боимся. Я инвалид первой группы, на инвалидной коляске. Я вас не боюсь. Мы просто драться не хотим. Хорошо? Мы не хотим драться. Мы не хотим драться. Это мирный митинг. Вот видите, мы успокаиваем наших ребят, потому что мы не хотим драться. Драться не хотим. Если, конечно, неизбежно, если вы к нам полезете, то, ясное дело, мы будем защищаться. Я знаю, о чем говорю, поэтому никаких провокаций. Так, на 3 шага отошел, на 3 шага отошел, на 3 шага, назад, Я скажу, 3/4 час 4. Вот это время. Это было время утреннего азана, у нас молитва в это время должна была быть. Мы начали молиться, и в этот момент сотрудники Росгвардии, да, они зашли с дубинками, со щитами, начали нас разгонять. То есть никто никого не трогает, мы молимся, и в этот момент нас начинают разгонять. На этом видео я лично от Барахоев Ахмед, Погоров Ахмед, все мы говорим, нашим ребятам мы говорим, Они рядом были, да, тогда? успокойтесь, мы когда им говорим, ребята все успокоились, они ни на кого не нападали, уже ничего не было, просто встали. Естественно, они были злые, когда срывают там чуть ли там с малинных ковриков. Ну, так, как нам сказали старшие, все успокоились. На этом видео видно, что я тоже говорю, успокойтесь на 3 шага назад. На 3 шага, а ты что это значит на 3 шага назад на ингушском? То есть вы там на ингушском языке говорите? Да, я вот так же рукой машу там, на видео видно. Все отошли назад. После этого нас начали закидывать этими светошумовыми гранатами. Или как их там, я не знаю, как они называются. Но они очень разрываются, они там. А вы видели это своими глазами? Да, видел. На конце этого видео же он есть. Эта запись есть полная, она есть в Ютубе даже есть, это полная запись. Но когда в тебя бросают эту гранату, ты не знаешь, что это вообще такое. Вот это такое двоякое ощущение бывает. Сейчас мне что-то оторвет или что сейчас произойдет. Резко, бах, такой звук. И несколько таких звуков раздается. Кто-то спылил, кто-то... То есть это вызвало волнение, да? Да, это вызвало. Естественно, это вызовет волнение. Люди стоят, всех успокоили, все готовы пойти по домам, и на тебя бросают гранаты. Естественно, люди вспылят, тем более менталитет, знать менталитет, горячую кровь надо было понимать, что это такое действие может всегда сделать противодействие.
Когда вот вы это говорите, кто рядом там находится из подсудимых, кого вы сказали, Барахоев Ахмед находился? Да? Барахоев Ахмед чуть подальше был, тоже уговаривал сотрудников Росгвардии, чтобы тоже не штурмовали, не били, ничего, чтобы этого не было, потому что мы своих уже успокоили, все уже спокойные, все стоят ангелочками. И я, и Погоров Ахмед тоже уговаривали. Вот столкновение вы видели, вот бросили шумовую гранату, возникли волнения, потасовка. Даже после этих шумовых гранат все равно мы не дрались. Не дрались. Все равно все успокаивали, все равно говорили, это просто шумовые гранаты, все, успокойтесь, все нормально. Да, естественно, там находились какие-то агрессоры, которые, может быть, хотели бы там подраться. Но хорошим словом, как говорится, можно и гору растопить. После того, как мы им сказали, что все, успокойтесь, это просто провокация, может быть. Может быть, они от страха это у нас кинули, потому что они такие страшные, не знаю. Не знаю, после этого ребята успокоились, даже самые дерзкие успокоились. Скажите, а вот эта потасовка ночная, каких-то таких явных столкновений не было, да, ночью? Вы же ночью были там, видели? Да. Мы ночью вообще как там были? Вот, подсудимые не дадут соврать. Те свидетели, которые здесь были до меня, я не знаю, что они говорили после меня, которые придут, это любой может подтвердить, что просто люди сидели. Не было никаких мегафонов, никаких кричалок, никаких призывов, ничего не было. Вот Барахоев Ахмед и еще там несколько стариков, которые нам рассказывали, что делали наши предки. То есть для нас это ценно. Мы не всегда встречаемся в таких собраниях, не часто бывает. Они нам рассказывали, что, как было, туда-сюда, то есть наши адаты, обычаи, вот, истории, вот, Барахоев Ахмед анекдот рассказывал. Сидели спокойно, и я не знаю, вдруг какие-то Уралы пошли, Газели пошли. Мы бы оттуда и так ушли бы. Если бы этого не было, мы бы оттуда и так ушли бы. Скажите, пожалуйста, вот у вас, как участника событий, какое впечатление сложилось все-таки? Что произошло на этой площади? Почему эти столкновения? И кто все-таки повинен в этих столкновениях? Вы, как человек, который явно, вот там видно, в гуще событий, вы находитесь в самом пекле, при том, что вы находитесь, да, как бы в инвалидной коляске, тем не менее вы в гуще событий. Там помимо меня еще инвалиды были. Вот старики. Мы это им объясняли, что не стоит оно того, чтобы нас дубинками избивать. Кого вы собираетесь избивать? Стариков и инвалидов? Кого вы собираетесь? У нас есть приказ. Что за приказ? Вот впечатление, кто повинен в этих столкновениях, как у вас сложилось, какое впечатление? Подсудимые, которые находятся под стражей, или все-таки какие-то иные люди, которые находились на этой площади, или, может быть, в ней? Там были некоторые провокаторы, которых мы в глаза не видели. Они приходили и исчезали оттуда. В толпе, были, да? Да, в толпе, внутри толпы они были. Они скандировали и против чеченского народа, и против Путина там могли что-то сказать, и резко они ретировали. Исчезали, да? Да. Мы их нет, отлавливали, там, наказывали, доброго леща отвешивали и отправляли его домой, чтобы не разводил здесь бардак этот. Потому что мы даже за собой мусор убирали. Не от того, что мы там такие порядочные, а от того, что это наша земля. Это наша земля, мы за нее готовы умереть, ничего себе. Поэтому... Дмитрий, скажите, на октябрьских митингах были? Да, был. Были? Сколько дней вы там были? Я почти все дни там был. Все дни вы там были. И ночью? Да, и ночью я был. Скажите, единственное, после вот этих столкновений... Ну, это весна, это весна. Да, когда уже стоит, Барахоев Ахмед сказал, что все, короче, пошли домой. Я не знал, что Барахоев Ахмед там остался. Просто там были некоторые, которые не хотели уйти. Чувствуя на себе ответственность, видимо, он и остался там. У меня уже начали неметь ноги. У меня хоть и ДЦП, но я чувствую ноги. Все. После этого я поехал домой. И вот под утро, когда уже меня разбудили, мне сказали, вот там были столкновения, там дрались туда-сюда. Саму эту суть я уже там не видел, когда уже сами дрались. Я видел, когда ночью они несколько раз хотели нас штурмовать, именно штурмовать. Не разогнать, а именно штурмовать хотели нас. Поэтому
То есть вы последовали призыву Ахмеда уйти все-таки, Да, правильно? конечно. Но были такие, которые не ушли и остались, правильно? да, да. Но вы послушались, ушли, правильно? Но я опять же повторяюсь, там были те люди, которых вообще не было там. Понятно. Когда ты неделю стоишь на одном месте, ты всех знаешь. Всех знаешь в лицо. Да. Всех ты знаешь в лицо, каждого ты, ну, по именам ты, естественно, их не запомнишь, но лица ты знаешь. Скажите, из тех людей, которых вы знали в лицо, в том числе и подсудимые, они призывали к беспорядкам, к каким-то Нет, конечно, противоправным нет, конечно. действиям? Они наоборот говорили, все, пойдемте все домой. Все, идемте домой. Я же говорю, те люди, которые там были, он мог появиться там, этот человек, сказать, мы трусы, если мы отсюда уйдем, все, его нет уже. И все остальные стоят, а что, мы реально трусы? Значит, мы трусы, да? То есть кто-то зажигал и Зажигал, потерялся. уходил. Потерялся. Да, как кролик убегал куда-то, не знаю. Скажите, что вас привело вообще на эти митинги? Осенние, весенние митинги? Почему вы там появились? Повлияли ли подсудимые на вас, чтобы вы там появились? Да нет, Что на вас лично повлияло? я не расцениваю это как митинг. Это сейчас новое такое слово появилось, митинг. Это сход народа, где старейшины что-то говорят, объясняют, в чем проблема, что не так. Согласовали с народом, не согласовали с народом. Я это не называю митинг. Молодые стоят, старшие сидят, объясняют, что к чему. Вот. Митинг это когда бросают, вот как во Франции, когда громят там магазины, там кричат плохие вещи в сторону там правительства. Там ни одного слова не было по поводу правительства, в сторону правительства. Ни одного слова не было. Так все-таки какое впечатление сложилось у вас? Кто вот это Впечатление? все, кто вот это все, кому это выгодно было? Впечатление, я скажу. Я Вот просто эти не- столкновения. Да, этих столкновений можно было избежать. Этих столкновений можно было избежать, просто подождать, не трогать людей. Люди бы сами ушли. Мы и так голодные были. Че нам там? 34 часа, что ли, стоять вместо 24? Мы голодные были, спать хотели. Конечно, мы уже отправлялись домой. Все свои вещи собирали. Тут нам Ну и какие впечатления у вас сложились? Что это? Кому это выгодно было? некомпетентная работа органов. Вот я скажу, какие у меня впечатления. Могли сказать нет. Все, они сами пойдут домой. Мы им и говорим это. Мы им говорим, что мы пойдем домой. Нет, они не хотят нас слушать. Они говорят, у нас есть приказ вас разогнать. Ничего себе. Откуда ты взялся? Мы у себя тут сидим. Мы даже ничего не кричим, никого не бьем. Мы просто сидим здесь. Откуда ты взялся такой интересный? У меня приказ и все. Да, не, просто нас как учат, вот нас учат, вот старики не дадут соврать. Когда вот бьют тебя по правой щеке, мы не подставляем левую. Лично меня так отец не учил. Надо выносить челюсть и все. Вот так нас учили. Поэтому это каждый ингуш так делает. О чем нам говорить? Скажите, но при всем этом вас призывали выносить челюстью Ахмед Барахов? Какой челюсть? Эти сами ребята не хотели. Им по рации кричали, разгоняйте их. Топтать их надо, втаптывать в землю То есть кричать. сами сотрудники Росгвардии не хотели? Сами сотрудники не хотели. Я честно, я буду открыто говорить. Через силу, да? Через силу они это делали. Валлахи, делали через силу. Я не хочу их сильно оскорблять, но чуть-чуть страх тоже у них был. Но ясное дело, не хотят они драться. Тем более, за что они дерутся? Я понимаю, если бы мы были фашистами, если бы там Советский Союз, можно было бы их понять. Тут, да, мирное время, люди спокойно сидят, подъезжают и начинают бить их там, забрасывать гранатами, не знаю. Скажите, вам известно вообще, ну, из соцсетей, по крайней мере, в чем обвиняются сейчас вот, подсудимые? Я вот честно, если вот так смотреть, экстремизм, что-то Да. там такое говорят. Ну, как вы думаете, способны эти люди? Вот вы же видели, да, людей Нет, на площади? в моем понимании, Да. экстремизм это тот человек, который в калошах с РПГ бегает по горам. Но не вот эти люди. Экстремисты это те люди, которые призывают на войну. С каким-то там режимом, с каким-то государством. Они не согласны, они не призывают к войне. От этих людей я этого не слышал. Как я могу говорить, что они экстремисты? Если они экстремисты, я не знаю, 99% тогда ингушеты экстремисты. Если они экстремисты.
Скажите, вот эта активная фаза, вот вы там находитесь, залив Усаутиеву вы видели там? Да, Когда вот вы видели ее, где вы находились, вот она была там? Вы ее видели? Зарифа Саутиева была, она фотографировала. Нет, ночью именно, вот когда вот вы, это вот утром, вот вы, я не говорю сейчас днем или ночью, именно вот в гуще событий, когда вы находились, вот вы общаетесь, вы видели Ахмеда Барахоева, Зарифу в этот период времени вы там видели? Зарифу я не видел. Не видели. Именно в этот период. Вы видели когда ее, когда она фотографировала? Это днем было? Это еще ночью было. Ночью 26-го, правильно? Да, ночью. Ну, это последний. То есть до вот этих столкновений, до всего. Вообще до нас даже в понятиях тогда не было. Она фотографировала, скажите, вот она фотографировала, вы ее видели, может быть, замечали за ней, что она там кого-то призывала к каким-то противоправным действиям, организовывала кого-то, допустим, собирала какую-то молодежь, там инструкции какие-то им давала. У НГШ никогда в жизни женщина мужчине не указывала. Никогда в жизни. Тем более она из моего тейпа. Если кто-нибудь ее тронул бы, я бы голову разбил. Поэтому она была под нормальным, под защитой. Но именно в этот момент столкновения ее там не было. Я ее, по крайней мере, не видел. Хотя там было людей, по пальцам их можно было посчитать. Нас очень мало когда было. Очень мало. Почему нас было мало? Чтобы не нарушать закон. Чтобы даже просто сидя, спокойно разговаривать, не нарушать спокойствие города. Поэтому нас было так мало. Мы, конечно, могли бы там собраться тысячи, там, 2000, 100 тысяч. Скажите, каково ваше отношение вообще к тому, что происходит сейчас? Честно, в народе вон ходят такие анекдоты, что Зарифа с фотоаппарата может напугать там разгвардейца. Какие могут быть отношения? Эти люди не виноваты. Они говорили всем там присутствующим, что надо уходить. Все. Самое главное, чтобы столкновения не было. На это видео, я не знаю, еще же должны быть видеоролики, где все мы призываем, чтобы не было. Мы не своим уже говорили, что надо, что нельзя драться. Мы не своим говорили. Наши это все поняли. Спокойно стоят, ребята. Хоть и горячая кровь, спокойно стоят. А вот разгвардейцы все. Вот я им говорю, на 3 шага назад, на 3 шага отрежь тут. Они, когда ребята отходят, они все идут вперед. Разгвардейцы, да? Да. Я их отвожу, эти идут. Хотите создать пробел? Я хочу создать пробел, чтобы и эти были в безопасности, и эти были в безопасности. Что и сделали наши сотрудники. Разгвардейцы напирали, да, получается? Да, а разгвардейцы идут уже вперед. Я говорю, подожди, я говорю. Я не от того, что тебя боюсь, их отвожу, а чтобы столкновения не было, я их отвожу. Ты стой, где стоишь. Вот они уходят, все. То есть даже спокойно поговори с ними, чтобы мы оттуда ушли, нам не дали. Вот в чем дело. Нас начали забрасывать этими гранатами, да, там у одного пацаненка там истерика была, ну, маленький, сколько ему, шпентик, ему 13 лет, туда пробежал, он на шум. Испугался, да? Ну, испугался, конечно, рядом с ним она взорвалась, ничего себе, конечно, он испугается. Скажите, а из руководства кого-нибудь МВД вы видели на площади, допустим, каких-то там, не помните? Я честно не помню, они же все на одно лицо, не помню. У меня нет вопросов. У меня есть вопрос. Адвокат суда. Уважаемый судья, скажите, пожалуйста, вы говорили росгвардейцам, мы не хотим драться. Да, говорю. Что вы этим имели в виду? Я это специально говорю, чтобы не обидеть наших ребят. Потому что если бы я сказал, что не бейте нас, эти воспылили, ребята воспылили. И надо было говорить что-то такое нейтральное, чтобы и им обидно не было, чтобы и им обидно не было. Росгвардейцы вас слышали? Они слышали, Слышали, но да? они прислушивались. Еще раз можете уточнить время, когда вот то, что на видео, вот, в момент, сколько был? Это было во время утреннего намаза. 5, 4 утра. 4, где-то 5, где-то, да, вот в промежутке этого времени. А вот вы говорите, вы говорили людям, то есть, собравшимся отойти на 3 шага назад, а вот вы, что, получается, командовали, указания отдавали, как это?
Нет, просто они прислушивались ко мне. Мне просто такое, ну, получается, вы как бы таким довольно командирским тоном это говорите. Вы являетесь организатором или лидером вот этого момента? Я привык везде быть лидером. Да? Кто-то из сидящих здесь наших подзащитных давал вам указания, чтобы вы вот так организовывали, отводили на 3 шага, выравнивали и так далее? Нет, я просто увидел, как они это делают. И за ними просто повторил, сказал, что надо. Вы посчитали, что вы тоже лидер и так, да? Я всегда считаю, что нужно прислушиваться к тому, что говорят старшие. Вы сказали, что в это время там Зарифа не видели. Вы можете все-таки вот, уточнить этот момент? Ее там, получается, вы были в самой гуще между разгвардейцами и собравшимися людьми. Вот вы же знаете, кто там с вами был? Зарифа там была с вами или нет? Я могу сказать, что она там не была. Я ее там не видел. Единственное, когда я ее видел, 12, полдвенадцатого, вот, в 12, вот в этом промежутке времени. Просто такая обстановка, и ты не можешь смотреть на время и все запоминать. Тебе не кажется, что ты об этом не думаешь, что тебе это пригодится, что тебе придется в суде выступать за это, понимаете? Ну да, ну просто вот до вот этого момента, до столкновения, вы там тоже находились, правильно? Да, до столкновения. Мы молитву все, мы договорились. До молитвы вы там были же? Да, был. Вы передвигались по этой площадке? Сначала я приехал домой, выпил кучу обезболивающих, успокоительных таблеток, антибиотиков и приехал. Во сколько вы приехали? В 10, в 11 я приехал. А ночью? Да. То есть уже до утра вы там все, Да. вы все это время по площадке передвигались и так далее? Да, передвигался. Вот где-то в 2, в 3, в 4 утра вы видели там Саутина? Нет, не видел. В принципе, я думаю, там женщины выделялись бы. Ой, ясное дело, выделялись бы, и мы бы ее с первым же делом оттуда убрали бы сразу. Вы сказали, она вашего тейпа? Да, она моя сестра. Если бы она была там в это время, вы бы как бы присматривали за ней, правильно? Конечно, я бы ее просто оттуда сказал, иди А домой. вообще вы видели, когда она пришла на площадь? Утром, я имею в виду. Нет, не видел. Не видели, да? Не видел. Ну она, вы, когда говорите, что она ваша сестра, вы же не имеете в виду, что она ваша родная сестра, двоюродная сестра? Нет, просто у нас же нет таких понятий кровная, некровная. Она, если из моего тейпа, она считается как родной сестрой. Ну по факту... Ну да, конечно, да, это не Я понял, родная. я понял. Все. Нет вопросов. Вы приходили, приносили деньги, финансовую помощь, чтобы отдать, давайте деньги, там, кушать, пить. Был у вас такой простой? Нет, конечно, откуда у меня деньги? А? Нет, конечно. Нет, не были. Если бы они у меня были бы, как нам это было? У меня хорошее состояние было. Мы с вами когда познакомились? Какие обстоятельства? Еще давно еще было же. До митинга еще. Ну где мы познакомились? Первый раз мы увиделись в Фоке. Да, в этом. Физкультурно-оздоровительном комплексе, где я тренером был еще. Да, Вы своего сына хотите туда? Своего пацана приводили, Да. там, да? Сколько отнимал людей? Сколько тебя отнимал? Сейчас уже я нигде, ничего нету, я дома просто осел. Потом мы где встречались вот с вами? Мы с вами встречались у двоюродной сестры Ефурова. Да, Дзейдова, Да, законодательное собрание. Да. И по совместительству руководитель благотворительного фонда, да? Да. Ну что я там делал? Я ругал Ефурова или что я там делал? Зачем я с ней встречался? С какой целью? По поводу какой-то ассоциации это было или по какому? Я нормально не помню. Ну, что мы с вами планировали делать, помните? Вот это открывать, ассоциацию же мы хотели открывать. Да, для чего? Чтобы пандусы там проверяли, чтобы спорт мы продвигали, вот это, потому что в Ингушетии спорт вообще упал, его нету. Паралимпийские виды спорта их нету. Поэтому вот Барах Чемурзиев нам дал совет, что давайте вместе сделаем, давайте вместе начнем, короче. То есть вы, я, двоюродная сестра Ефурова, да? Да. Все это обсуждали мирно, да, ничего там. Никаких, вы заметили это на тот момент от меня какие-то поползновения в сторону того, что я высказывал какие-то экстремистские заявления или там выражал политическую ненависть
Киркуру, портрет которой висел у двоюродной сестры в офисе благотворительного фонда. Мы- Замечали меня такое? Конечно, не замечал. Этого не было. Того, что не было, надо говорить, не было. Перед первой попыткой вытеснения сотрудниками Росгвардии автомобиль ГИБДД Toyota Camry серебристого цвета с громкоговорителем предупреждал митингующих о необходимости разойтись, поскольку они нарушают федеральное законодательство и в случае неповиновения в отношении них может быть применена физическая сила. Перед штурмом вообще вы говорите? Да. Или перед штурмом я его не видел. Это после того, как зашли, после того, как не дали нам помолиться, после этого заехала машина Toyota Camry, оттуда такой упитанный, я скажу, человек вышел и начал разговаривать, говорить, уходите туда-сюда. А почему его не послушали? Нам не давали времени, чтобы мы успокоили ребят. Чтобы мы, когда мы успокоили, начали штурмовать сразу же. Ну, скажите по поводу штурмовать, да? Вы сами лично были очевидцем того, что сотрудники Росгвардии какую-то физическую силу, помимо того, что они осуществляли попытку вытеснить митингующих, именно физическая сила, удары там дубинками. Физической силы не было. Не было, да? Не было. Они зашли, они как, сперва они быстрым шагом пошли, и уже в рядах намаза началась паника. Когда на тебя идут люди в форме, быстрым шагом ты не думаешь. Почему вы называете это штурмом, если они не применяли физической силы? Как? А не попыткой вытеснения. Почему вы называете это штурмом? Попыткой вытеснения кого? То, что мы спокойно молимся. Но вас же предупреждали о том, что вы нарушаете федеральное Нас законодательство. В случае неповиновения может быть применена. После того, как нам не дали помолиться, после того, как они зашли, после этого заехала Toyota Camry, оттуда вышел человек и начал говорить, расходитесь туда-сюда. Ну, вы просматривали видеозаписи, как бы, эти моменты. Скажите, вот вы говорите, что Саутиеву вы не видели. Я не видел. А социальными сетями вы пользуетесь? Сейчас уже нет. Нет, В Фейсбуке я есть, но так В Фейсбуке активно вы уже не есть, веду. да? А были ли вы очевидцем того, как Зарифов Саутиева выходила в прямой эфир в Facebook в момент, в том числе, столкновений между силовиками и митингующими, и призывала прийти большее количество людей? Ваша честь, возражаю, прошу уточнить, какое имя там же было, да, вытеснение? Да. Какое время? Да, Не важно, было ли вообще, были ли вы очевидцем того, что она выходила в эфир прямой? Наблюдали ли вы? У меня лично интернета не было, потому что вовсе в магазине отключили интернет, когда я там был. На месте я не мог просматривать ее прямой эфир. Нет. Зарифа Саутиева, ваша честь, второе. Он спрашивает в общем. Он в общем спрашивает, он не конкретизирует, второй или первый. Не так Спасибо. Я конкретно отвечаю. Нет, все правильно ответили. Если вы не видели, то не видели. Там суть не была первый или второй, вообще очевидцем были. Спасибо, свидетель.